Юнусбек Евкуров открыл заседание, обозначив особенности инвестиционного климата Ингушетии. Выгодное географическое положение, инженерно-транспортная инфраструктура, совершенная инвестиционная политика, нормативно-правовая база, налоговые льготы, темп роста экономики. Мы выработали на протяжении последних лет ряд определенных рабочих механизмов по взаимодействию с инвесторами иностранными на территории республики. عندنا من خلال عدة سنوات خطط العمل مع المستثمرين الأجانب. В том числе в вопросах, связанных как товарооборот, импорта товаров с арабских государств, так и экспорта товаров с Республики Ингушетия непосредственно в арабские государства. У нас есть определенные, в том числе и преимущества перед другими регионами, такие как конкурентные в сфере тесного взаимодействия. Это и выгодное географическое положение, и инженерная транспортная инфраструктура, и темпы роста экономики. На данный момент в регионе принято более 20 законодательных актов, направленных на создание преференций. Речь идет о полном освобождении от налога на имущество, на 95% от арендной пошлины на землю, снижении налога на прибыль. Мы регион, субъект Российской Федерации, и у нас все законы, они в обязательном порядке с учетом законов Российской Федерации. أما فيما يتعلق بالقوانين فنحن جمهورية تابعين لروسيا الاتحادية وندخل في قوام الاتحاد الروسي وكل قوانيننا هي مستمدة من القانون الفيدرالي الروسي. Но при этом российское законодательство позволяет регионам в рамках законов России создать определенные преференции, в том числе для инвестиционной привлекательности. ولكن التشريعات الروسية تسمح للأقاليم مختلف الأقاليم أن يقدموا حوافز من برلماناتهم للمستثمرين الأجانب. Например, в том числе, как мы только что говорили, на 95% освободить от земельного налога инвесторов. مثلا تخفيض الضريبة الأرض إلى 95%. И начинающие компании или те компании, которые имеют финансовые проблемы, трудности, дать им возможность каникулы налоговые, полностью освобождать налогов на 3-5 лет. وأيضا نستطيع أن نقوم بإعفاء الشركات التي لديها مشاكل مالية إعفائهم من الضرائب بشكل كامل إلى 2 و3 سنوات تقريبا. И другие преференции, которые не противоречат законам Российской Федерации. ولكن وهناك أمور أخرى حوافز أخرى ولكنها لا تتعارض مع التشريعات الروسية الموجودة. У нас уже сегодня на территории республики работает более 5 организаций предприятий, местные производители, которые имеют такие преференции. Посол Йеменской республики в Российской Федерации Ахмед Салем Аль-Вахейши поблагодарил Юнусбека Евкурова за приглашение и оказанный прием. Он отметил развитие тесного сотрудничества между арабским миром и Российской Федерацией и готовность к расширению взаимодействия в дальнейшем. То, что здесь очень красиво, и погода, и климат, мы это сразу заметили, как только приехали сюда и по данной презентации. И, конечно, те вопросы, которые здесь прозвучали от моих коллег, мы получили полную, очень даже хорошую, значительную информацию по вашему региону. И, конечно, то окошко, которое стимулирует потенциальных инвесторов, это, конечно, и ваши налоговые преференции, и, конечно, прекрасный климат, плодотворные земли, которые есть в Республике Ингушетия, и они, конечно, найдут очень положительную такую реакцию в арабских странах, и я думаю, все ваше производство, ваши продукты будут с огромной радостью приняты там. Также на встрече обсудили возможности обмениваться опытом между арабскими странами и Ингушетией по различным направлениям. Его превосходительство Мухаммеда Али Шихи из Тунисской республики интересовал обмен культурным, образовательным и туристическим опытом, а господина Надира Юсифа Эль-Таеба Бейкера из республики Судан – оздоровительный отдых в Ингушетии. Что касается культурного взаимоотношения с арабскими странами, на какой стадии находятся вот эти культурные отношения? Есть ли такая возможность, чтобы наши люди
люди приехали и взяли у вас опыт в области туризма. Мы знаем, что в последнее время количество студентов, которые приезжают в Российскую Федерацию обучаться, увеличивается. Есть такая возможность, чтобы наши студенты могли приехать к вам и обучаться в ваших вузах. Мы знаем, что это начало наших взаимоотношений, если здесь будут наши студенты обучаться здесь, и здесь они могут и закрепиться и также развивать наши двусторонние отношения. Глава региона гарантировал готовность приема в НГУ студентов из зарубежных регионов. Есть у нас возможность, у нас великолепный университет, Ингушетский государственный университет, который состоит из 5 факультетов, и получать там образование по линии и медицины, и образования, и филологии, и юридического, и экономического направления. فيما يخص التعليم، نعم يوجد لدينا جامعة فيها 5 كليات، في كلية العلوم والإنسانية وكلية الحقوق وإلى ما هنالك، ونستطيع أن نعمل إما عن طريق وزارة التعليم أو بشكل مباشر. И наличие иностранных студентов в университетах, любого университета Российской Федерации, это приветствуется, и рейтинг университета становится выше. دائما نرحب بوجود الطلاب الأجانب، وعندما يكون في أي مؤسسة تعليمية طلاب أجانب هذا يرفع من أسهم هذه المؤسسة. У нас учатся ряд студентов с ряда государств иностранных, поэтому мы готовы в том числе и принимать студентов с Туниса. Завершилась встреча обменом памятными подарками, торжественным приемом, а также приглашением господина Абдель-Хафиз Нафаль, адресованным Юнусбеку Евкурову, посетить в начале будущего года мечеть Аль-Акса в составе делегации, отправляющейся в Иерусалим. Юсуп Гилесханов, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамазан Ахильгов. Новости 24.